Ситуация по новой коронавирусной инфекции характеризуется в республике стабилизацией. За последние сутки госпитализировано 25 человек. Это составляет 6% от общего количества выявленных случаев, которых составляет 412 случаев. Необходимо обратить внимание, что стабилизация достигнута по выявлению случаев. Тем не менее, количество людей, которые госпитализированы, находится в рамках 5-6% от общего количества. Так, за сутки новых случаев зарегистрировано в городе Якутске 11,6, в районах 88,4. Это та же тенденция, которая всегда была характерна для распространения ковида. Ушедший из города Якутска ковид, он, соответственно, приходит в районы нашей республики. На 21 сентября 2022 года лечение в стационарах получают 0,9% больных, в амбулаторных условиях 99,1%. За сутки у нас выздоровело 629 человек. Все тяжелые заболевания, я не устану этого повторять и обращать ваше внимание, они зарегистрированы у невакцинированных больных. Уважаемые жители республики, действительно у многих складывается впечатление о том, что вакцинация, в любом случае люди болеют ковидом, и вакцинация как будто бы в ложном понимании не имеет никакого значения. Тем не менее, необходимо обратить внимание на то, что сегодня вакцинация является и включена в календарь прививок, и вакцинация от ковид должна осуществляться один раз в полгода. Соответственно, в целом вообще по республике первым компонентом привиты порядка 675 294 человека, а ревакцинацию прошли значительно меньше людей. Это общее всего лишь 73% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Необходимо обратить внимание, что не для те районы, в которых осуществляются низкие темпы вакцинации, ревакцинации, в Алданском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском и в городе Якутске характерен и подъем заболевания. Поэтому еще раз обращаю внимание, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию. Уважаемые жители республики, хотела бы сейчас от имени правительства, Министерства здравоохранения, в том числе поблагодарить тех руководителей предприятий, и учреждений, организаций, которые соблюдают санитарно-эпидемиологические правила в случае выявления на предприятии или учреждения заболевших. А именно, держат внутри предприятия масочный режим, в учреждениях осуществляют термометрию. И обращаю внимание, напоминаю, термометрия в учебных заведениях является обязательной. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Вы смотрите новости в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Поддержим местного производителя. Якутия готовится к традиционной выставке ярмарки осеннего урожая. Фантазии и кинематограф на страже природы.